70% производимого молока перерабатывается внутри республики. За 2020 год в республике произведено 1 900 000 тонн молока. В этом году Татарстан планирует достичь планки в 2 миллиона. Однако производители столкнулись со сложностями. Серьезно выросла сегодня себестоимость. Это кормовые добавки, это носители, это запчасти, топливо на строительство ферм. Металл подорожал очень серьезно, но все это отражается на себестоимости. Но как бы ни было, хотелось бы, конечно, цену на сегодняшний день, чтобы такая пока максимально сохранилась. Сегодня закупочная цена за литр 27 рублей 29 копеек. На рубль больше, чем в прошлом году. А с введением в этом году обязательной маркировки цена может вырасти еще. Производителям придется закупать новое оборудование, менять систему логистики, а кому-то даже замедлить процесс производства. Тем более, что система контроля «Меркурий» уже действует, а объем фальсификата, с которым призвана бороться маркировка, составляет 0,1%. Общая стоимость проекта по прямым затратам составит порядка 50 миллионов рублей. Это без привлечения затрат, без текущих затрат на коды, на расходные материалы, на запасные части. Почему так дорого? Потому что значительная часть удорожания будет за счет полного изменения системы складской и транспортной логистики. Автоматизированной системы наклейки вот этого дата-матрикс штрих-кода, нанесения, его нет. Мы должны нанять дополнительных людей, мы должны занизить скорости на всех своих машинах, мы должны удлинить процессы. Как в такой ситуации сдерживать цены? В Национальном союзе молочных производителей уверены, серьезного роста цен не будет. В прошлом году себестоимость сырья выросла на 15%, цена на полке на 4%. Кроме этого, с внедрением маркировки производителям обещают господдержку. В настоящий момент принято решение о том, что производителям будут выделяться льготные кредиты и льготный лизинг на приобретение оборудования для нанесения и считывания дата-матрикс кода. И сейчас активно обсуждается вопрос относительно возмещения в целом затрат, которые несет бизнес в связи с маркировкой. Для производителей молока предусмотрены и другие компенсации. В республике ежегодно выплачиваются субсидии на возмещение затрат на литр молока. Отметили, что не ожидают и дефицита белого золота. С начала года надои уже выше на 3% по сравнению с 2020-м. Вероника Гайнудинова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.